Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу сердечно поблагодарить за вашу активность, за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу помощь мне и моему каналу. Земной вам поклон. Давайте, мои хорошие, сделаем отсыпочку на вас и узнаем, каких подарков ждать от судьбы в ближайшее время. Пожалуйста, загадайте на себя. В ближайшее время сами себе назначайте. Но не назначайте 3 дня и больше, чем 30 дней. Спрашивайте, называйте свое имя, так и говорите, каких подарков мне ждать от судьбы, и назначайте свой срок. Я думаю, что все уже настроились, все уже загадали. Давайте посмотрим, что нам покажет и что нам расскажет. Выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, смотрите, вы как центр Вселенной идете. У вас ручки, и одна ручка занята, и вторая ручка занята. Это очень замечательный знак. Ну что, давайте по порядку. Срок, который вы загадали, частично, где-то процентов на 45 вы попали в срок. В этот срок вы будете получать подарки. Я сейчас расскажу, какие. Все остальные придут немножко позже, чем вы загадали. Вот так идет. То есть больше времени потребуется на то, чтобы эти подарки сформировались и до вас дошли. Так, мои хорошие, что точно исполнится в загаданный срок? В загаданный срок точно исполнится, вот смотрите, чаша любви. Это и про любовь, и, кстати, это про хорошее, крепкое здоровье. Если у вас недомогание, либо вы переживаете за кого-то из ваших близких, кто заболел, кто плохо себя чувствует, да вообще переживаете за жизнь и судьбу этого человека, здесь судьба вам подарит хорошие новости. А здесь судьба вам подарит вот этот выдох, да, когда вы говорите, фух, слава Богу, обошлось. Да, пронесло. Все теперь у меня хорошо. Это как и по вам, так и по вашим близким. Но что касается любви, то это ваше лично персональное. Здесь у меня 2 человека либо познакомятся, либо договорятся, либо помирятся. Однозначно. 2 человека в одинаковых позициях с друг другом сближаются. Каждый делает шаг, и каждый вытягивает руку. Здесь счастью в любви быть. Семейный вы человек, одинокий вы человек, вам все равно быть счастливым. Появится партнер, либо с настоящим партнером вы договоритесь, все будет замечательно. Выходит длинная нога. Кто-то планирует путешествия, кто-то планирует поездки, либо наоборот, вы настолько, например, в каких-то стесненных обстоятельствах, что, конечно, бы хотелось, вы мечтаете об этом, но нет возможности. Вот по вот этой ноге какая-то поездочка вам идет, пусть она не будет слишком там долгой, либо слишком далеко, но она идет очень светлой, очень доброй, в правой стороне, да еще смотрит в правую сторону, да еще смотрите на звездочки. Получите просто максимальное удовольствие, очень хорошо отдохнете, подлечитесь, нервишки свои успокоите, может быть, что-то интересное узнаете, увидите, хороших людей повстречаете. Вот идет душевность, расслабление и отдых. И что самое главное, это умиротворенность, понимаете? Вот это то, что вам будет даровано. Отдохнуть, прийти в себя, восстановить свои силы. Через какую-то поездку вам идет. Дальше, мои хорошие. Здесь я вижу такой интересный подарок. Он связан с каким-то человеком, либо с людьми, потому что здесь вот 2 человека. В левой стороне эти люди вам, ну, скажем так, помеха идут, либо врагами, либо конкурентами. Люди, которые против вас. Что-то говорят, делают, может быть, там строят вам блоки, ограничивают вас. Один человек как главный игрок, а второй он как помощник, да, либо помощница. То есть как бы пара такая получается. Вам подарком идут новости об этих людях, а вернее то, что с ними случится. А случится нечто
ну, скажем так, грандиозно-катастрофичное. Этих людей ждет какое-то очень сильное и справедливое возмездие. Причем не только за вас, но и еще, да, у них, вернее, спросят за других людей, кого они также там третировали, обижали, унижали, я не знаю, что-то там забирали у этих людей. Очень как-то жестко с ними судьба распорядится. Вы, когда новости об этих людях узнаете, вы даже можете внутренне содрогнуться и подумать, да, вот как жестко, да, бывает же такое в жизни. Ну да, бывает, и как раз-таки этих людей это настигнет. Еще, знаете, если у вас есть какие-то, может быть, конкуренты, вам от этих конкурентов что-то перейдет, либо кто-то перейдет, возможность может перейти, не знаю, клиенты могут перейти, а также может перейти удача от этих людей. Но если люди ваши, например, там брали, копировали, то по закону высшей справедливости, да, они должны рассчитаться. Кстати, видите, у меня там надпись есть. Вот по такому принципу и к вам вернется, чтобы вы понимали. Так, еще здесь подарком вышла женщина. Женщина высокая. Либо она высокая по росту, либо она пользуется каким-то высоким положением. Ну, получается, что она, видите, вот она стоит выше, чем вы. Женщина прямо у самой кромки, но правда смотрит на вас. Но здесь соперница может быть, здесь может быть так ревнивая свекровь и может быть просто какая-то завистница. При этом эта женщина сейчас, в данный период времени, вот как будто бы она пользуется своим положением, и вы с ней как будто бы сделать ничего не можете. Вот эту женщину, видите, как ее припечатала к стенке? Вот эту женщину выдворяют из вашей жизни. Вот как будто бы ей обрубают все ее корни. То есть ее ничего держать не будет. И она, как воздушный шарик, просто вылетает из вашей жизни. Не могу сказать вам точную причину, потому что, видите, как показали, что обрезают ей корни, и ее просто вот как лицом, она лицом к вам, но ее выталкивают из вашей жизни. Не вы это будете делать, кто-то это сделает. Ну, либо мужчина, который с вами, например, находится и знает, что она вас достает, ее вытолкнет. Ну, либо высшие силы посредством какого-то человека ее из вашей жизни убирают. Так, дальше, мои хорошие. Вот что вам будет дано? Вам будет дано здоровье крепкое и будет дарована победа. Победа. Вот есть у вас какие-то мысли, какие-то обстоятельства, ситуации тяжелые, непреодолимые. Вот вам идет победа. То есть она еще у вас по правую руку идет. То есть приоритетней будет победа. Как будто бы все двери перед вами открываются, все возможности вам будут предоставлены. Просто иди. Иди и бери то, что тебе нужно. Вот как период в вашей жизни наступает, как какой коридор возможностей. Вы идете и берете. Главное, чтобы вы действительно шли, чтобы вы в себе не закрылись, памятуя о прошлых неудачах, не просидели все это время в четырех стенах, да, боясь выйти на улицу. Вот об этом подумайте. Тот срок, который вы загадали, прибавьте к нему еще 15 дней, минимум 15 дней. Вот этот период и будет коридором исполнений. Вам будет даровано крепкое здоровье, то есть хорошая энергетика пойдет. И вы, смотрите, не сидите дома. Тот срок, который вы загадали, прибавьте к нему 15 дней. Срок заканчивается, и вот эти 15 дней вы должны проявить максимальную активность для того, чтобы везде, где только можно, получить победу, да, выхватить эту победу. Поверьте, такие коридоры исполнений даются крайне редко, крайне редко. Воспользуйтесь этой возможностью. Так, здесь мне очень нравится, что у вас вышла змея. Змея по правой стороне. В таком положении змея говорит о большой мудрости, о каких-то новых знаниях, о проявлении себя как очень мудрой персоны, очень мудрого человека, знающего, профессионала. Вы будете блистать своим умом, вы будете блистать своим профессионализмом, своими знаниями. Может быть, вы узконаправленный специалист, либо вы мастер золотые ручки. Вам люди как бы кланяться будут за то, что вы такой человек. Может быть, вы всю жизнь, да, что-то прекрасно делаете, либо лучше всех, да, лучше всех. И никто об этом не знает.
Вот сидите дома, делайте, да, либо сидите на своем предприятии, это делайте. Там начальники особо не интересуются, и никто не знает о вашем таланте, о вашем усердии. А тут смотрите, как пойдет о вас информация. Пойдет информация, люди будут о вас знать, люди будут вас благодарить, кто-то будет просить: научите, подскажите. Да, вот даже как популярным человеком становитесь. Так. Вот здесь у кого-то переживание за семью. Семья выходит. Эти люди не с вами рядом, где-то далеко. Может быть, вы поссорились, а может быть, вот так сложились обстоятельства, что вы сейчас разъединены. Вы постоянно об этом думаете, вы хотели бы жить вместе, может быть, да, либо восстановить отношения, там, примириться. Но сейчас это выглядит невозможно. Смотрите, ваш срок, который вы загадали, плюс 15 дней, и плюс еще 30 дней. Вот это вот самое отдаленное, когда вы будете получать подарки. В эти 30 дней вы узнаете, что примирение возможно. Да? Может быть, кто-то и помирится. Либо вы узнаете, что ваши, например, близкие люди получат возможность приехать к вам, либо вы получите возможность приехать к ним. То есть ваши близкие, они с вами остаются, у вас связь не перерывается. А прерванная связь, она восстанавливается, так что не переживайте. Так, интересно. Кому-то будет даровано какое-то необычное знакомство. Очень необычное знакомство. Это не про любовь, сразу хочу сказать. Это больше как про помощь, про возможность, про оказание, может быть, даже каких-то услуг, профессиональных услуг. Какой-то очень интересный человек идет в вашу жизнь, невзрачный, да, абсолютно вот ничем не выделяющийся. В толпе вообще как бы не заметишь этого человека. Но при этом человек обладатель каких-то вот ресурсов, связей, возможностей. Вот как судьбоносный человек идет, ключевой, я бы так сказала. Благодаря этому человеку, либо опираясь на помощь этого человека, вы знаете, вы можете прям урвать большой куш. Как получить что-то, чего-то добиться, как-то продвинуться. Вы, когда с этим человеком начнете, например, общаться, сотрудничать, вы будете очень много раз возносить благодарную молитву высшим силам за то, что вы с таким человеком познакомились. Вот, действительно познакомились. Так, и очень важный момент связан с каким-то выигрышем. Идет выигрыш. Может быть лотерейный, может быть какой-то конкурс, розыгрыш, викторина. Что-то вы будете получать. Не могу сказать, что прям ого, какой приз, но вам будет невероятно приятно. Особенно для тех, кому в жизни обычно все мимо, да, по жизни не везет. А тут смотрите как. И нечто приятненькое получите, пусть не суперценное, но тем не менее вещь все-таки имеет свою цену. А может быть даже и сумма денежная, пусть и не сильно большая, но ощутимая. И повезет. Вот, у вас тут 2 в 1 идет. Но это уже прям, я вам сказала, да, ваш срок 15 дней плюс 30 дней. Вот там это будет происходить. Не забывайте посчитать эти все дни. И кто захочет, купите, пожалуйста, лотерейный билетик, либо поучаствуйте в каких-то розыгрышах. Вот что-то вы 100% получите. И прям так приятно будет. Будете вспоминать, кстати, мою отсыпочку. И говорить: вот хорошо, что я послушала. Как хорошо, да? Теперь сижу, мне так приятно. Ой, красота. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.